Селям алейкум, здравствуйте. 2020 год буквально с первых дней задал очень острую международную повестку. Ближневосточное урегулирование, масштабные экономические проекты и, конечно, кризис на Украине. Политические виражи – тема нашего эфира сегодня. И мы традиционно начинаем с сюжета и вернемся в студию. Високосный 2020 год начался насыщенно и напряженно. Первые же дни января принесли за собой нагнетание ситуации на Ближнем Востоке. Убийство американцами главного предводителя шиитов в регионе Касема Сулеймани заставило весь мир содрогнуться от возможной новой большой войны. Однако аккуратный акт мести со стороны Ирана и шаг назад от пропасти со стороны Трампа позволили миру выдохнуть. Но сбитый по ошибке украинский самолет вновь усилил нотки тревоги. Пока внешнеполитические ведомства ведущих держав тайно и явно гасили огонь нарастающего конфликта между США и Ираном, вновь на первый план вышла окровавленная за последние годы Ливия. Безусловным шагом на пути к компромиссу между правительством национального согласия и ливийской национальной армией стала Берлинская конференция. Ключевым событием начала этого года является, конечно, запуск турецкого потока. Мощнейший газовый проект России, невзирая на сложную историю его зарождения и развития, был реализован. В эти судьбоносные дни президент Владимир Путин подчеркнул, несмотря на санкции, еще один важнейший проект «Северный поток» также будет достроен. Его запуск планируется в конце текущего года, либо в первой трети следующего. Перше у мене питання, воно буде тільки одне. А так у хлопців і у дівчат питання, а можна каву? Розумію, що це не дуже красиво. А візьміть хтось ще. Ну я не можу один. А ви поїли? Будете? Ну візьміть кусочек. Мы, конечно, привыкли к бесконечному сериалу политического абсурда в сопредельной стране, но Украина не перестает удивлять. В стране, победившей свободы и достоинства, уже не знают, как бы покрасивее распродать лучшие на континенте черноземы иностранцам. Они ума не могут приложить, как же усмирить с цепи сорвавшихся националистов-атошников. Они недоумевают, откуда у министров и замов, проработавших каких-то полгода, зарплаты и премии по 500 000 гривен. И они как-то сами не осознали, как же так получилось, что наблюдательные советы стратегических предприятий состоят сплошь из иностранцев, а экономика космическими скоростями катится в черную бездну. Хотя как же может быть иначе, если премьер-министр и министры экономического блока правительства отдельно собираются для того, чтобы придумать, как же обмануть глупого президента Зеленского, ничего не смыслящего в больших деньгах. Самое страшное, сам премьер честно признается, что профан в экономике. Сюрреализм современной Украины. На этом фоне не дремлют крымские эмигранты. Безусловно, очень негодуют, оставшись без власти и без государственных денег на обочине политической жизни страны, которую выбрали своей родиной. Неласковая она оказалась к своим корыстным сынам. Крымско-татарские редакции в Киеве остались без бюджетного финансирования, а сбежавших так называемых лидерах вспоминают все реже, и мнение их уже мало кого стало волновать. Это и логично, ведь предал сам, предадут и тебя. Уважаемые телезрители, мы традиционно в прямом эфире просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Считаете ли вы, что Украина использует крымских татар исключительно для своих целей? Да, либо нет? Пожалуйста, мы просим вас активно голосовать. Николай Николаевич, ну, действительно, этот год начался так очень интенсивно, очень активно. И первое, на что мы обращаем внимание, это, конечно, Ближний Восток. Давайте с него и начнем. Как вы считаете, безусловно, очень сложный регион для какого-то прогнозирования, но тем не менее, удастся ли как-то урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, либо ситуация будет лишь усугубляться? Ну, ситуация там сейчас урегулировалась, она по большому счету откатилась к тому, что было до Нового года, то есть обменялись, так скажем, пощечинами, как назвали, просто там, когда заявляет лидер Ирана, что мы дали американцам пощечину, надо понимать, что это слово значит в данном контексте этой культуры. Это большое очень оскорбление. То есть пощечина слова в европейской, в западной культуре это одно, пощечина на Ближнем Востоке это совершенно другое. И там также продолжает оставаться вот такой мир, подвешенный на ниточке, которую, естественно, с одной стороны хочется многим эту раскачать, эту оборвать ниточку, с другой стороны становится страшно.
опять же, то есть ситуация с Ираном, это уже больше 10 лет назад, еще в конце нулевых годов, просто американцы посчитали, что они не могут с Ираном воевать без очень серьезных потерь для себя. Потому что там напичкано воинскими базами, прямо на периметре. И когда Иран бил по базе через весь Ирак, там за сотни километров, это одно, а там десятки километров на берегу моря, где расквартирован 1000 американских военнослужащих. То есть они не могут вести по-настоящему серьезной войны с Ираном без очень существенных потерь для себя. Это больше 10 лет назад. С тех пор Иран достаточно серьезно вырос в военном, техническом. Женя, это страна очень своеобразная, с очень своеобразным типом правления. Но вот я такой как бы задам немножко вопрос, а сам на него дам ответ. В чем эта страна находится на первом месте в исламском мире, например, во всем исламском мире? Это с большим очень отрывом, по числу научных публикаций. То есть это вот, они продвигают технологии серьезные у себя, которые, естественно, вкладываются в военную сферу. Поэтому затрагивать его, это достаточно опасно. А с другой стороны, что для многих других стран этого региона Иран выглядит достаточно естественной угрозой, которая, учитывая еще раскол, различия суннитских, шиитских стран и тому подобное. То есть вопрос, который должен решаться в неком взаимном диалоге о том, как развести там сферы влияния, как не доводить ситуацию до критической, как избежать вмешательства вот этих внешних игроков, как произошло в данном случае с убийством Сулеймани американцами и тому подобное. Вот этого мира, это нужно этому миру. Ну а так, по крайней мере, сейчас все продолжает оставаться в таком очень подвешенном состоянии, когда что-то одно небольшое, акция против Сулеймани, ответная акция Ирана, они были планируемы, но может что-то произойти и внеплановое, неожиданное, которое может закончиться тогда достаточно плачевно. Поэтому там надо быть очень осторожным, надо именно играть на стабильность, на стабилизацию региона. Вот как Россия в такую роль именно в Сирии играет. Все больше там усилий по дестабилизации этого. Да, Николай Николаевич, создается такое впечатление, что одни силы там пытаются разжигать, а другие действительно гасят эту ситуацию. До выборов президента Соединенных Штатов у нас есть еще время, и вот год вот так вот бурно начался. Не привязываете ли вы эти события к тому, что Трамп хотел просто заработать определенные политические очки в преддверии выборов? Хотя с рейтингом у него, в принципе, все в порядке. Не совсем так. Там страна очень расколотая, там ситуация очень близко к 50 на 50, да. Он с небольшим очень идет. Провала нет у него в рейтингах. Да, провала у него нет, но идущие на второй срок американские президенты обычно находились в лучшей позиции. Тот же Обама или Джордж Буш и так далее. Но это связано именно с большим расколом, внутренним таким гражданским расколом в США, о котором, опять же, писали лет 20 назад в виде, скажем так, каких-то наблюдений, деталей, который реально воплотился, эта тенденция воплотилась. Но, скажем так, в какой-то серьезной войне, быстрой, победоносной войнушке Трамп, по большому счету, не нуждается. У него у его электората другие установки. То, что наше дело, наша страна, такие изоляционистские, мы должны со всеми добиваться своих результатов. А зачем тогда нужен был ему этот конфликт? Это более сложная ситуация. Дело в том, что, об этом уже начали говорить, там, опять же, вокруг американских разные элементы, что добивались. Возможность убить Сулеймани у них была раньше. Он не давал добро на это очень долго. Да. Почему-то в этот момент он решил, что это пора, то ли с этим вариантом с импичментом, то ли просчитав уже возможности, что это не выльется. То есть в другое время это могло бы... Николай Николаевич, было очевидно, что импичмента не получится, учитывая, что Сенат его... не так, все просто. Там надо... Не получится импичмент. Вопрос не в самом... Да, его не получится. Вопрос в информационной атмосфере вокруг него. Демократы тоже знают, что у них его не получится, но они используют его как информационный повод, чтобы раздувать, чтобы были поводы для нападок на Трампа. Вот это просто какое-то такое ядрышко, вокруг него крутятся куча Солнца, маленьких планет, и дело все в этих планетах, а не в этом Солнце. Вот так я немножко, может, сложно объяснил. Но
Проблема, почему это случилось, в том числе это идеологическая на самом деле причина. Это вот в современном мире нарастает вот эти ситуации. Есть такой круг в США, достаточно влиятельный круг, он относится как раз к электорату Трампа. Это такой фундаменталистский протестантизм баптистского толка, который настаивает на том, что вот Иерусалим, мы должны защищать Иерусалим. Здесь они ждут конца света. Это достаточно очень сильно религиозные люди. Их не так мало. Это серьезные, ну, например, Чак Норрис, вот есть известная фигура, он из этого круга людей. То есть, откровенно говоря, это было лобби? Это, да, лоббировал, но лоббировал, кстати, не совсем из рациональных интересов. Вот это самая опасность. Рациональные интересы просчитываются. А когда люди поступают из каких-то таких вот странных идей, то это большая угроза. Спасибо большое. Алексей, одно из главных событий этого года уже очевидно является запуск Южного потока. Наш президент откровенно сказал, что невзирая на санкции, мы это в сюжете тоже видели, что Северный поток тоже будет запущен. Такие масштабные экономические проекты, они не могут не носить еще и политический, геополитический характер. Как вы считаете, что уже изменили в международных отношениях два этих потока и что нам еще ждать после того, как два этих потока уже полноценно будут запущены? Да, ну, я вот скорее бы их отнес к геополитическим, нежели к экономическим проектам, потому что с точки зрения экономики они пока сильно серьезно убыточные, оба проекта. Это, так сказать, окупаемость этих проектов может наступить там, через 10-15 лет при самых лучших раскладах. А вот с точки зрения геополитики у Владимира Владимировича, у России появились две новых ветки. Появилась одна новая ветка, и появится вторая новая ветка. Сейчас идут активные переговоры, по-моему, с Данией о газотранспортной системе по дну моря. Появятся две новых независимых ветки. Согласилась же, дала Дания уже вроде? Дала добро на Северный поток, там все в порядке. Не, она дала землю под шельф, можно проводить, да. Там санкции американские. Вопросы, они пошли другим путем. Да, они долго упирались, там Америка начала вводить санкции против уже европейских, в том числе компаний, которые помогают вести. Ну, там сложная такая идет борьба, игра между штатами, которые поставляют большой объем, сжиженного газа через свои порты сланцевого газа в Европу, и Россия, которая пытается защититься от рисков газотранспортной системы Украины. Да? И в этом, конечно, есть интерес главного производителя товаров в Европе, это Германия. У него крупная тяжелая промышленность, 80% немцев заняты в этой промышленности, так или иначе. И в Германии есть понимание, что нельзя ни в коем случае оставаться с одним единственным поставщиком газа. Ну, это вообще в целом позиция ЕС. Они желают иметь 30% от Норвегии, 30% от США и 30% от России, чтобы как-то балансировать между центрами поставщиков газов. А России, соответственно, необходимо защититься, давным-давно уже необходимо было защититься от абсолютно непредсказуемой политической элиты Украины, которая вот в последние 15-20 лет пляшет вокруг этой газотранспортной системы постоянно. Да, и, по сути, все эти споры, в том числе и ситуация 2014 года, отчасти разворачивалась, опять же, из-за газотранспортной системы. Вот. А сейчас через Турцию уже пошел газ на Балканы, уже подключается Сербия, там, Венгрия, Словакия, Хорватия. Ну, замечательно, в общем. Уже даже в Сербии, насколько я слышал, уже разводку там чуть ли не по домам сделали российского газа. Все замечательно, газ станет дешевле, потому что не через Польшу. Турция, видимо, меньше берет, чем Украина с Польшей вместе за транзит. Таким образом, Россия защищается от рисков на Украине. Украина становится менее интересным и менее опасным геополитическим, так сказать, конкурентом, наверное, преградой, потому что конкурент это США. Украина полностью работает на данный момент в газовых интересах США. Вот. При этом пытаясь еще все-таки забирать из этого газопровода себе газ, потому что они тоже без газа, экономика начинает быстро приходить в упадок, дорогой газ для украинской промышленности смерти подобен. Они прекрасно понимают, что они не смогут, например, у США никогда закупать газ или у Норвегии, потому что это слишком дорого, и украинская экономика станет неконкурентоспособной.
такие вот качели, они на самом деле на Украине, по-моему, с момента зарождения этого Это государства уже как традиция. независимого, да, такие качели, как бы так стать Европой, получая российский газ по внутренним ценам. Так это же агрессивный газ. Что ж они к нему Агрессивный газ, да. Ну, то есть, я думаю, что вот последние поездки Владимира Владимировича за рубеж показали, насколько, скажем так, начали постепенно к нему европейские лидеры разворачиваться, понимая, что он, наверное, все-таки эту партию выигрывает, что без российского газа Европа на данный момент обойтись не может. Хотя я хочу вам сказать, ну, как бы не надо почивать в этом плане на лаврах. Европейцы делают все возможное для того, чтобы переходить на альтернативные источники энергии, тратить на это колоссальные, безумные деньги. Сейчас, в частности, в том числе немецкий автопром, буквально в ближайшие 5-10 лет полностью перейдет с бензина на электричество. И крупнейшие компании инвестируют сейчас только в электромобили. Ну, сейчас И нам надо понимать, что они со своей стороны, понимая критическую зависимость от России, на будущий период, на ближайшие там, 10, 20, 30 лет, особенно в Германии, делают все для того, чтобы хотя бы частично избавиться от энергетической зависимости от России. Вот. Но на данном этапе, наверное, Россия в итоге этот конфликт, так сказать, экономический и геополитический выигрывает. И его результаты мы уже видим. Соответственно, Украина в какой-то момент будет вынуждена признать свое поражение, несмотря на то, что они отсудили у России 3 миллиарда долларов, да, компенсации. Вот, они будут вынуждены признать свое поражение в этом большом споре и идти на поклон, так или иначе. Да, Ксения, на ваш взгляд, какие факторы в международных отношениях могут обезопасить наш мир от открытого военного столкновения? На сегодняшний момент уже военные конфликты, как способ выяснения отношений между субъектами международных отношений, они потихонечку уже уходят на второй план и уступая место более, не менее эффективным, но менее разрушительным механизмам. Я сейчас говорю о санкциях, реторсиях, репрессалиях, как угодно можно это называть, финансовых ограничениях. По моему мнению субъективному, мне кажется, что развитие сценария по таким событиям, что произойдет крупномасштабный военный конфликт в классическом понимании, например, между сверхдержавами, это маловероятно. Потому что не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, что в эпоху ядерного оружия военный открытый конфликт продлится, ну, наверное, менее недели, а может быть, счет будет идти на дни. Это невыгодно. Это невыгодно не в силу там, гуманизма, альтруизма, миллионы человеческих жертв. Нет, абсолютно. Это невыгодно с экономической точки зрения, потому что вот такая тлеющая ситуация, латентное поддержание вот этого пограничного состояния, ой, может быть, завтра война начнется, может быть, нет, это гораздо выгоднее и для транснациональных корпораций, и для тех, кто, и для частных военных компаний в Америке, и для производителей оружия, и для целого ряда частных лиц. Что касается локальных конфликтов, которые были... Мы все видели яркие события 2019 года, и это страны Латинской Америки, и Ближний Восток остается горячей точкой, то, по моему мнению, данные конфликтные ситуации, их организация, поддержка, эскалация будут продолжаться и дальше в 2020. Мы знаем, что чаще всего это страны со слабой социально-политической ситуацией, но по странному совпадению, эти страны обладают нефтью, оловом, рудой и другими ценными полезными ископаемыми. Мы прекрасно знаем, что наши коллеги из США, они не борются за демократию в тех странах, где первая строчка экспорта – бананы или глиняные горшки. Как я уже сказала, это целенаправленная работа. Возвращаясь к тезису вопроса, мне кажется, что все-таки одним из факторов является старая добрая теория баланса сил. И, в принципе, такое понятие, как сила во внешней политике, в международных отношениях. Что такое сильное государство в случае, например, с Российской Федерацией, поскольку мы, в принципе, открыто заявляем на то, что наша страна претендует на мировое лидерство. И для этого есть все объективные и субъективные основания. Это, конечно, по моему мнению, это сочетание военно-промышленного комплекса и сильной экономики. Что касается военно-промышленного комплекса, мы все знаем об этих успехах, есть чем гордиться, мы занимаем одни из лидирующих позиций в мире. Что касается экономического блока, работа ведется, но не так все легко, просто и краткосрочно. Пока доллар является резервной валютой и все деньги мира, если обобщить, находятся в одних руках, то говорить о какой-то финансовой независимости, а в современном мире независимость и экономическая независимость, по моему мнению, являются практически синонимами, говорить достаточно сложно. Вот как раз события буквально недавних дней, а именно открытие и запуск Северного потока и новых проектов Российской Федерации, мне кажется, активизируют действия в рамках
активизации расчетов во внешнеторговых операциях в национальных валютах. Я думаю, что мы скоро увидим и юань в качестве расчетной единицы, потому что мы прекрасно понимаем, что когда деньги и наши кредитные карточки с паролями находятся у наших соседей, мы можем сколько угодно заявлять, какие мы молодцы и какие мы независимые, но у кого деньги, тот и диктует условия. Так что, по моему мнению, основной из факторов является сильная, стабильная экономика, не зависящая от наших коллег, у которых, к сожалению, на данный момент сосредоточены мощные финансовые инструменты. Да, Николай Николаевич, сейчас вот Ксения Яковлевна сказала про баланс сил. Это очень похоже на венскую систему. Это откат в 19 век. Та модель была оптимальная, и сейчас она является актуальной, на ваш взгляд? Да, откат даже к более ранним временам. Вот посмотрите, что еще произошло. Это американско-китайское экономическое соглашение, по которому Китай обязался на $200 миллиардов закупать продукцию Соединенных Штатов. Правда, в основном он там закупает энергоносители, сельское хозяйство, продукты. Там и такое, возникает вопрос, а кто технологический тогда лидер в мире? Но дело не в этом. Дело в том, что это очень узловой момент. Впервые с объявленной, скажем так, глобализации начали считать торговый баланс между странами. Впервые это начали делать где-то в конце 17 века, когда англичане и французы первые начали подсчитывать, а с кем они торгуют, на какие суммы, с кого они, с кем им выгодно торговать. Глобализация что означала? Товары, деньги перемещаются свободно, где-то там как-то что-то. Считать, кто кому сколько чего продает, это вообще бессмысленно, потому что тот тому, бесконечные цепочки связей, транснациональные корпорации, если денег у нас не хватает, мы себе еще нарисуем. А теперь, оказывается, не так. То есть это вообще, да, это откат, вот, в том числе к Венской, к 19-му, к началу 20 века и так далее. Когда экономика строилась так. Знаменитые опиумные войны в Китае, почему произошли? Англичане посчитали, сколько мы продаем в Китае, сколько мы покупаем из Китая. Сказали, Китай нас грабит. Вот эта ситуация почти 200 лет назад. Теперь с такой же позиции выходит Америка. Только в отличие от 200-летней давности, если тогда Китай можно было нагнуть легко военной силой, он упивался своей самодостаточностью, лучше бы он деньги свои потратил на покупку оружия у англичан, и баланс бы англичан понравился, и тогда уже и напасть на него было тяжелее. Но сейчас Китай очень хорошо, он этот урок, для него это страшный урок, который они постоянно изучают, к которому возвращаются. И они теперь это не поворачивают. То есть это вообще-то можно считать таким штришком вообще перехода к новой эпохе. Владислав Валерьевич, давайте еще об одной тенденции поговорим. Некоторые западные государства, они сейчас делают все для того, чтобы нивелировать ужасы фашизма. Вот особенно в этом преуспевает, конечно, Польша. Наряду с прибалтийскими государствами, мало того, что они там войну с памятниками ведут, так еще и отличаются очень резкими заявлениями. Для чего они это делают? Вы знаете, наверное, сегодня особенно актуально об этом сказать. Мы знаем, что сейчас в Израиле сегодня проходили по всему миру мероприятия, посвященные памяти жертвам Холокоста, одной из самых главных трагедий. Действительно, новейшая история человечества, наверное, не только новейшая история, а в принципе в истории человечества страхи фашизма являются самыми серьезными. И сегодня действительно мы наблюдаем тенденцию, как ряд стран и, по сути, политических элит просто таким откровенным образом плюют в колодец собственной истории. И, на мой взгляд, они очень дорогую цену за это заплатят. И история, в принципе, тоже нам такие примеры приводит. Поляки действительно в лице президента, который не поехал сегодня, как мы знаем, хотя он был приглашен премьер-министром Израиля туда, на эту церемонию. Он не поехал. И мы знаем, буквально на днях вышла статья премьер-министра Польши, который обвинил Российскую Федерацию и Советский Союз в ее лице, таким образом, как Россия является преемницей Советского Союза, в том, что это Советский Союз виноват в том, что произошло, по сути, в Освенциме. Да, мы знаем, что поляки отказались официально праздновать освобождение, 75-ю годовщину освобождения Варшавы. Сегодня они пытаются максимально возложить ответственность и за начало Второй мировой войны, и за последствия, которые были в итоге этой войны не только на фашистскую Германию, и не сколько на фашистскую Германию, сколько на Советский Союз. Вот эта русофобия, демонизация Советского Союза приводит к такому приписыванию истории, который мир действительно не видел
видел. Мы знаем, что президент в ходе своего послания Федеральному собранию, он, как мы видели, по сути о внешних темах не говорил. В этот раз это послание было направлено исключительно на внутреннюю политику. Это тема отдельного эфира, отдельного разговора, об этом не будем. Но он сказал очень важные слова о сохранении исторической памяти. Буквально позавчера он встречался с молодежью в Сочи, и молодой человек его спросил: а вот мои сверстники говорят, а зачем нам учить историю, когда это было? Нас волнует то, что есть сейчас и что будет. И президент абсолютно верные слова сказал: неважно, точнее не так, не получится жить хорошо в будущем, не зная своего прошлого. И вот мы должны сегодня действительно делать все для того, чтобы сохранять историческое прошлое, отстаивать правду о событиях Великой Отечественной войны, о событиях Второй мировой войны. Я уверен, что сегодня президент, находясь там, в Израиле, в очередной раз всему миру дал сигнал от того, что Россия в этом смысле свою поступательную позицию никогда менять не будет. Ну и, конечно, это задача для всего нашего народа, для всего русского мира, для всех постсоветских республик. Хотя и там на самом деле происходят трагедии, которые мы видим на примере Украины относительно переписывания истории. Да, спасибо большое. Иван Александрович, как вы оцениваете роль нашей страны сегодня в международных отношениях? Мы возвращаемся довольно-таки активными темпами, соглашусь вот с коллегой, на первые позиции и заставляем всех считаться с собой. Это им не нравится, потому что тот мир, который установился после развала Советского Союза, когда в России был такой вот добрый дядька, пьющий, танцующий со сцены, который позволил ихним резидентам в виде олигархата, который сформировался в 90-е годы на территории Российской Федерации, ну и в целом постсоветского пространства, грабить страну, которая на протяжении 50 лет после Второй мировой войны восставала из пепла. Против нас идут в ход информационная война, экономическая, санкционная. Пробуют и на силу. Все мы видим в новостях, что периодически натовские разведывательные самолеты бравируют у наших границ, боясь пока их нарушать, но очень чутко отслеживают то, что происходит на юге России, непосредственно в Крыму. И вот то, что вот Владислав говорил, что пытаются переписать историю, это как раз-таки один из фактов демонизации России, чтобы в международной повестке убрать вот то действительно достижение советского народа, и через эту призму, это вот Украина периодически об этом говорит, Польша, периодически там восточноевропейские страны поддакивают, пока скромно, но чем дальше, тем больше это будет. И все это делается под диктовку Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты, наверное, одна из самых молодых культур и государств на сегодняшний день. Да? Есть государства с историей в несколько тысяч лет, и они пытаются всю эту историю переписать под себя, для того, чтобы в дальнейшем сохранять свою гегемонию и диктовать всему миру, где что покупать, как жить, где демократия есть, где демократии нету. Вот я с коллегой, когда он говорил про убийство генерала, Трамп это сделал только потому, что вот ему нужно было отвлечь внутреннее внимание в Америке. Вот он может, и он это сделал. Потому что если бы это убийство преследовало какие-то более глобальные цели, я думаю, эту страну бы уже бомбили, как это было с Сирией, как это было с Ираком. Он это сделал. В ответ они обстреливают их базы, и по информация одних из экспертов, что самолет-то не совсем случайно сбили, а как раз-таки его сбили, потому что на борту этого самолета находился человек, находившийся в ближайшем окружении генерала, и который в этом самолете пытался сбежать из страны. Там были граждане 7 государств. Они вроде как-то скромно, коряво извинились, и это вот сейчас в международной повестке никак не обсуждается. Часть внимания отвлеклось от импичмента, от внутренних дрязг в Соединенных Штатах.
И в целом все дальше живут, как будто ничего не произошло. До сих пор Россию уже какой? 4-й или 5-й год вспоминают и обвиняют в сбитии малазийского самолета на территории Украины. Хотя никаких прямых доказательств нету, но за это цепляется. А тут в открытую признали, что сбили самолет, и как бы это проходит. Поэтому это вот было просто мы можем, и мы сделали. Это вот ихняя гегемония. Поэтому Россия будет возвращаться, и Европе, Америке придется с этим считаться. И вот здесь вот я с Ксенией вынужден не согласиться, что открытых военных столкновений не будет. Не буду сейчас рассуждать о геополитике, это просто внимательно слушаю президента. И за последние 2 года то, что он говорил, такие вот тонкие его слова, если драка неизбежна, нужно бить первым. И тому подобное. Одно из последних его выражений, что если будущий мир, в котором не будет России, зачем нам такой мир? Он говорит, как лидер этой страны. Я думаю, что такие громкие, тонкие и громкие заявления человек не будет делать, который не чувствует, что страна стоит на грани. Поэтому все возможно, а там дальше посмотрим. Иван Александрович, еще одна очень громкая тема, второй день обсуждается. Заявления, такие мечты Рифата Чубарова касательно 2 мая, касательно того, что вот они с маршем каким-то собираются к нам идти. Что вы думаете по этому поводу? Очень много за эти пару дней комментировал на данную тему. Ну, что можно сказать? Что можно серьезно комментировать этого клоуна, который очередной раз делает заявление? За 6 лет они этих заявлений сделали столько. Пускай мне хоть вот в студии все умные люди интересуются, да, международной повесткой. Хоть одно из их заявлений. Ленур Ислямов в свое время кричал, что мы за 2 дня дойдем до Джанкоя. Чубаров первые, там, 14, 15, 16 год, первые годы кричал, что вот-вот, и убеждали часть крымских татар, что вот-вот, завтра уже в 7 утра Крым возвращается в состав Украины. 6 лет провальной политики, никаких достижений, ни национально-культурной автономии. Все, Украина потеряла Крым и крымчан окончательно и бесповоротно. Мы дома. Но несмотря даже на это, политикум Украины и эти беглые лидеры Меджлиса не могут договориться, чтобы хотя бы в виртуальной плоскости, да, вот в их больной фантазии придать потерянному полуострову статус крымско-татарской национальной автономии, признать крымских татар коренными жителями полуострова Крым, дать реабилитацию. В Херсоне обещали, рассказывали, что тут десятками тысяч крымские татары выезжают с оккупированного Крыма в свободную Украину, что в Херсоне сейчас расцветет новый халифат под руководством Меджлиса и Хизбут-Тахрир. Где все это? Гражданскую блокаду, Аскер, как помойных собак дали пинка под зад. Ленур Ислямов там бедненький слезами заливается, что им места не нашлось. Джемилев, да, депутатом сумел прошмыгнуть, находясь постоянно возле шоколадной задницы. Чубаров не прошел. И зато Чайгиз прошел. Должность полномочного представителя крымских татар при президенте аннулирована. АТР закрылся. Люди с Украины возвращаются в Крым и плюются в них. И вот в одном из интервью при закрытии АТР Ленур Ислямов сам дает интервью и говорит, что вот нам на карточку люди переслали за 2019 год 94 тысячи в эквиваленте. 94 тысячи рублей, и еще там через таксистов передали $500, порядка 30 тысяч. 124 тысячи накоплений. А тут такие шавки, как Нариман Джелял, Заир Смедляев там, и им подобные в соцсетях рассказывают, что они с людей по 10 рублей собирают миллионы на оплату штрафов, поддержку детей, заключенных, поддержку Меджлиса и АТР. А тут вот первоисточник Ленур Ислямов. Может быть, в этой цепочке, как всегда, у Меджлиса есть какой-то очень рукастый парень, который эти миллионы прихватывает к себе. Неизвестно. Но Ленур Ислямов анонсировал 124 тысячи. Это вот вся их поддержка. И не было никогда у них поддержки. У них была поддержка Соединенных Штатов, их спецслужб, тех, кто выдавал гранты, для того, чтобы они были платформой для нападок, в том числе и на Россию. Им выгодно было крымских татар держать постоянно голодными и холодными, чтобы этот обездоленный народ
всегда был готов пойти на какие-то радикальные действия. Но после прихода России все кардинально изменилось. А у этих как было все плохо, так и есть плохо. У них никаких Иван Александрович, достижений. давайте очень коротко. Смотрите, вот если рассуждать логически, вот у Чубарова, в принципе, запрет снят. Так приди, легально попробуй пересечь Тут границу. вот Это с одной вот... стороны. А с другой стороны, помните вот заявление того же Ленура Ислямова, когда он говорил, ну, посадят там несколько человек, ну, за народ-то посидите, так почему они не хотят просто прийти посидеть В за том или народ? позапрошлом году «Мост Копур» проект был телепередачи на АТР, он там не посадит, говорил, он тогда сказал очень страшные вещи. Если бы мы в 2014 году знали, что все зайдет так далеко, я бы взял на себя ответственность и принес бы в жертву какую-то часть крымских татар, то бишь бросил бы там под пули, под танки, готовый. Теперь Чубаров анонсировал этот поход. Везде пишет: мирная акция, мы только за мирные методы, но не исключаем силовой метод. Ну, вы уже определитесь в понятиях, это мирная акция или все-таки это будет какое-то там военизированное или гражданское вторжение с применением силы. Приурочили это ко 2 мая. Май очень такой трагический месяц в целом для крымских татар, 18 мая депортация, но перед этим наша страна будет праздновать 75-летие победы во Второй мировой войны. И вот приуроченное к этому грандиозному празднику, который будет, это будет большой юбилей, и в свете переписывания истории нашими западноевропейскими коллегами Рифат Чубаров им сейчас любезно предоставит площадку и очередную провокацию. Может быть, найдут какое-то там 10-15 человек, которые пойдут прорываться через эту границу. Их, ну, как минимум, арестуют. И очередная шумиха. И будут пытаться добавить эту ложку дегтя в бочку нашего меда. Но это идиотизм. Я думаю, что со стороны Крыма никто их встречать не будет, потому что один раз люди встречали и горько разочаровались. На сотни людей выписали штрафы. Джемилев лично обещал, что он там с той премией, которую он в Европе получил, он оплатит эти штрафы, он никому их не оплатил. Поэтому, да и Чубаров, запрет у них снят 5-летний. Ну, я в нескольких комментариях напоминал сегодня им, пускай не забывают, что и на Джемилева, и на Ислямова, и на Чубарова в российском Крыму на них возбуждены уголовные дела за экстремизм. Так что как минимум с этой стороны наши правоохранители с комфортными автозаками их ждать будут. Да, ну 2 мая, наверное, тоже не случайно, потому что, помните, Джемилев там пытался границу прорывать как раз 2 мая. И еще нужно уточнить, что это будет месяц, священный месяц для мусульман, Рамазан, и они как раз вот в эти священные для нас дни Я пытаются думаю, что крымским сделать татарам, провокацию. мусульманам, которые проживают на сегодняшний день в Крыму, просто не до этого будет. Просто не до этого. Да, Лимар Уджа, вот мы сейчас уже говорили о том, что закрываются, точнее, прекращается финансирование крымско-татарских редакций в Киеве. О чем это говорит, на ваш взгляд? Ну, во-первых, стоит отметить, что крымско-татарский медиахолдинг, принадлежащий одному единственному человеку фактически, он не является государственным, на 97% принадлежит Ленуру Ислямову и финансируется на протяжении уже почти 5 лет из программы обустройства крымских татар и интеграции в украинское сообщество. Это вообще парадокс, потому что ежегодно выделяя 50 миллионов на этот медиахолдинг, Украина практически ничего не делает для обустройства крымских татар, той диаспоры, которая проживает, например, на Херсонщине. Ну, издали пару книжек, учебников там, для школ, переиздали. По-моему, в 2017 году там 1 класс крымско-татарский открыли. А на самом деле там не так много людей проживает, для которых и нужна интеграция в Украину. Интеграция нужна на родине, люди должны возвращаться на родину. Но здесь возникает второй вопрос. Остается еще 3%. И этими 3% медиахолдинга владеют еще 3 человек. Из них один из местных местечковых меджлисов, крымских татар, Рифат Чубаров. И тут возникает вопрос. Если владельцем медиахолдинга является председатель меджлиса, Россия объявила меджлис террористической организацией, мы можем полностью говорить о том, что этот медиахолдинг тоже является террористической организацией. И Украине пора подумать о том, что она является государством, финансистом, да, терроризма. И здесь на самом деле все не так уж просто.
С одной стороны, она финансирует не государственный канал, а коммерческий. Да, здесь нерациональное использование средств, здесь коррупция. А с другой стороны, если Ленур Ислямов везде заявляет о том, что финансирования практически нет, и крымские татары практически не перечисляют уже деньги на этот канал, значит, канал никому не интересен. Я посмотрела программу. В принципе, программа не отвечает тем требованиям современной Украины, где, в принципе, на этот канал ставка совершенно другая. Ставка в том, чтобы действительно что-то спровоцировать, о чем-то закричать. А там уже и кричать некому, и говорить нечего. По той причине, что Иваз Асанович правильно сказал, что если кто-то выйдет там на этот демарш, еще пару человек арестуют, появится новая провокационная тема, очередные безимбалалар, для которых деньги будут собирать не крымчане, не украинцы, а там в обманутой Турции будут собирать деньги опять для этого канала. Потому что мы же не раз становимся свидетелем того, что турки говорят, что и в мечетях собирают, и везде, на всяких сходках собирают деньги и для АТР, и для вот этих так называемых политических заключенных. Поэтому, мне кажется, Украина уже хоть в чем-то, наверное, задумалась и прекращает финансирование. Коммерческий канал, если он кому-то интересен, должен сам зарабатывать деньги. И нечего сетовать на то, что Украина не предоставляет лицензию этому каналу. Здесь тоже парадокс, да? То деньги дает, то лицензию не предоставляет. Они не могут давать рекламу. Мы же видим, крутятся старые концерты, какие-то старые передачи, там, путешествия с Алексеем Говоровским, они крутятся везде. Да, уже фактически ничего нет, потому что некому не сниматься, не показывать крымских татар в Украине. Столько, чтобы мы говорили, что там есть народ, как бы нет. Есть диаспора, есть обманутые люди. Есть люди, которые летом приезжали в Крым, например, и говорят, что они совершенно другую информацию получают о Крыме и хотели бы вернуться на родину. И стоит сказать, что, наверное, потихоньку этот канал АТР, он утрачивает свои позиции. Но еще раз нужно обратить внимание, что Украина, финансируя данный канал, она все-таки финансирует терроризм. Да, Лимар Оджа, вот вы сказали про сборы в Турции. Вот, Иван Асанович как раз прокомментировал, Ленур Ислямов сделал там какой-то отчет, да, импровизированный. Не, на самом деле там суммы больше собирают, людей обманутых больше, там в Турции собирают. Но крымчане, они уже стали умнее. Есть очень рукастые последние. Крымчанам есть что смотреть. Крымчане, Аллаха шукур, они уже больше переориентированы на канал Милет, потому что он тоже начинает набирать свои позиции. Ему сложно было становиться вашему каналу, нашему каналу. Действительно, сейчас и старики приходят, и члены национального движения, и люди начинают поднимать актуальные проблемы, люди перестают уже бояться. Более свободно, более открыто, новые программы. Смотрите, вот в мире в целом живет около 7 миллионов крымских татар. Даже если каждый из них в месяц по 1 гривне выделял бы на этот канал, они бы ни в чем не нуждались. Но этого нет. То есть и абсолютно конечно, нет, это все обман, нет. Потому что если бы этот канал пользовался таким успехом, то они бы не говорили о провальном менеджменте, они бы не говорили о том, что им необходима подписка, им нужна поддержка. Им стыдно было бы в такое время ходить с протянутой рукой по миру и просить у людей поддержки. Знаете, богатые люди помогают людям. Аспект есть. Я считаю, что руководство нашей страны, руководство нашей республики очень мудрое и дальновидное. И в 2014-2015 году, когда шли все эти переговоры, попытки достучаться друг до друга, я думаю, что если бы была хоть какая-то вероятность, что там тот же Рифат Чубаров, Джемилев, если бы они были действительно патриотами, разделяли какие-то национальные интересы крымских татар и интересы межнационального сообщества Республики Крым и России в целом, руководство нашей страны нашло бы нужные слова и формат для сотрудничества. Но эти люди за 23 года настолько привыкли воровать, вот Лимара Ханум говорит, да, что в Турции сейчас, я думаю, они огромные сейчас в Киеве. суммы, Почему за Ислямова никто не замолвит словечко? Во-первых, они не могут дозвониться, не могут. Их отстранили полностью, разорвали связи с властью.
Но с другой стороны, с какой стати Чубаров за свой 1% дохода, он будет там рваться и метаться? Да, Не тем будет. более мы видели отчет счетной Потому палаты. что все делается Марович, а за денег. когда просто неэффективно расходовались или буквально расхищались миллионы бюджетных гривен. Так если вы хотите и рассчитываете на бюджетное финансирование, вы не расхищайте миллионами деньги налогоплательщиков Украины. Николай Николаевич, у вас был комментарий, пожалуйста. Ну, я вообще-то, скажем так, вы уже-то, в принципе, все уже сказали, да, что я еще тогда. Но хотелось обратить внимание, действительно, для чего он вообще использовался? Почему сейчас, кстати, перестали давать деньги? Ну, а что власть Украины нынешняя должна давать деньги тому, кто топит за Порошенко и поддерживал его в кампанию и так далее? Ну, политический рынок Украины именно так устроен. Ты либо с нами, либо ты ничего не... Чьих будешь? Да, ничего не получишь. Это в этой. То есть здесь, с другой стороны, ну, скажем так, а зачем он нужен был? Да? Ну, конечно, для определенной там провокационной вещи. Но есть то, что там сейчас основной контент, который, ну, я на Ютубе так вот, по крайней мере, вижу, из чего там контент состоит, хотя бы по заголовкам. Маруся Зверуби, там... Да, там, да нет, так там уже крымской темы-то почти нет. Нету. В этой. Это такая вот маленькая ниша. Вот как устроено, скажем так, используют некую множество разных источников информации для манипулирования, для каких-то информационных бросов. Должен быть очень такой второстепенный, второсортный какой-то ресурс. В первую очередь на него бросают, через него вбрасывают, идет какой-то вброс, смотрят на первичную реакцию, ну, там, если что-то подправить или что-то, хопа, так, зашло, давайте раздуваем в этот. Вот в такой, по сути, функции то, что там, какие комментарии, какие там эксперты используются на нем и так далее. Вот он, по сути, сейчас эту функцию выполняет. Такого, ну, второсортного ресурса, да? Ну и сам Чубаров, наверное, считает это провальным проектом, потому что он не шевелится никак. Он и так обездвижен, но и шевелиться Ну, что такое, некуда. что Ну, на одном скажем из так, украинских вот каналов было- также закрыли крымско-татарскую редакцию. Это в целом говорит то, что упразднили должность полномочного представителя крымских татар при президенте, убрали Аскер, АТР закрывают, Чубарова не тенденция очевидная. взяли. Это просто, что крымско-татарский вопрос внутри Украины, все, он снимается. Да. И он будет полностью, он уже не интересен. Ту функцию, которую возлагали на этих вот трех беглецов и трусов, они со своим заданием не справились. А Украина, принимая такое решение и снимая крымско-татарский вопрос, она в первую очередь получает ЦУ от своих взрослых дядек из-за океана. Поэтому можно сказать, что и там крымско-татарский вопрос снимается. Теперь мы предоставлены полностью сами себе. Мы граждане Российской Федерации. Мы 6 лет развиваемся в этой плоскости. И нам просто нужно жить и наслаждаться жизнью вот эта дальше. сама провокация на 2 мая назначенная, она адресуется в первую очередь в Киев. То есть это там, вот поставить Зеленского на растяжку на некоторую. Ну, Вот, по старой схеме. Раньше выводили на площадь Ленина, в теперь будут интересах, водить куда? украинской- На границу. В интересах нынешней Сколько там, 5 украинской человек власти, чтобы приведут? этого не было. Она как-то пытается, понимает, что в стране все очень плохо и не до вот таких игр, надо как-то выкручиваться. То есть, ну, известно, да, там и разговоры, что Зеленский пытался встретиться с Путиным сейчас вот в Израиле, в этой. То есть они каким-то образом что-то пытаются, какие-то найти шаги. Им это 100 лет не надо. Теперь они вбрасывают в эту ситуацию, и как должны поступать украинские власти? Они же, по идее, граница, это же два рубежа. То есть их можно просто не выпустить из территории Украины, вот эту всю. Его ставят на растяжку. Ах, так, значит, ты вот тут предал, ты Крым России отдал. Что, скорее всего, там, так и будет. Потому что если украинская сторона их пропустит в буферную зону, это уже будет провокация на государственном уровне. Адресатом и вот этого всего является, куда он направлен. Это не идея не в Крым направлена, она направлена ради каких-то междоусобной борьбы в Киеве. Вот и все. Алексей, давайте немножко шире посмотрим на в целом такую государственную политику Украины. Если проанализировать такие самые резонансные законодательные проекты, которые сейчас обсуждаются и принимаются на Украине, это и закон о СМИ, это закон о снятии моратория на рынок земли и так далее, то создается впечатление, что они в целом не имеют никакого отношения к государственным интересам. И вот в этой связи очень, знаете, смешно вспоминать историю, когда именно Януковича, помните, они тираном называли. Как вы считаете, вот у вас не создается впечатление, что Украина постепенно из государства превращается в территорию? Украинская государственность и до этого была не очень сильной, и она
основывалась на отрицании России и русского. Понимаете? Украина не Россия. Да, украинская нация – это антирусская нация, а Украина – антироссия. Это Кучма заложил, как вы считаете? Я думаю, да. Даже еще раньше, с самого начала была именно такая повестка построена. А иначе зачем Украине отделяться, если в ней живут русскоязычные славяне в массе своей, да, и еще вот крымские татары? Зачем ей отделяться в отдельное государство, куда уходить, если Киев, так сказать, мать городов русских, и вообще с Киева, вся Россия с Киева начиналась, и тут, оказывается, это отдельное государство. Я к тому, что украинская государственность, она с самого начала подвижна. С Петра Порошенко начались усиленные попытки нациестроительства на Украине. То есть они до этого были очень вялые, такие, скорее, вот, надо вот что-то показывать, Так и вот это мы с пробуем. Ющенко, по-моему, даже. Да, с Ющенко, но именно при Порошенко это уже перешло в более практическую плоскость. Сейчас, я так полагаю, Зеленский не до конца еще сам понимает, надо ли ему заниматься этим нациестроительством, или все-таки тоже, опять же, вернуть в состояние там, Ющенского, или вот, состояние, при котором это было при Януковиче. Потому что Украина, как бы она ни хотела, она неизбежно экономически зависит от России. И всякий раз, когда она рвет с Россией экономические отношения, жизнь на Украине неизбежно ухудшается. И сколько бы они ни проявляли политических публичных жестов, все равно там, до 2/3 бензина закупается в России. Каждый второй, к сожалению, наверное, украинский танк на Донбассе заправлен российским горючим. Я к тому, что в целом 50% солярки покупается в России. Уголь они покупают в Ростовской области и на Донбассе, хотя, по идее, не должны этого делать. Да, и, наверное, я не думаю, что в Киеве кто-то говорит, что мы на Донбассе покупаем уголь. Скорее всего, официально это оформляется через Россию, опять же, или, может быть, через Польшу. Через но покупает... Или Беларусь. через Беларусь, но покупают этот уголь на Донбассе. И без этого угля им никуда не деться, потому что тогда становятся металлургические предприятия. А металлургические предприятия являются основой, так сказать, жизненным ключом украинского олигархата, который, собственно говоря, и является бенефициаром украинского парламентаризма. Вот. Сказать, что у них как бы нет государственности, нет. Государственность определенная есть, по крайней мере, она как государственность состоит из двух частей. Это то, что люди думают о государственности, и то, что государство, как субъект, состоящий из политических элит, пытается людям рассказать о себе, навязать, это закон и так далее. Я субъективно могу оценить, что за 30 лет у бывших советских людей сформировалось некое понимание украинской государственности в голове. По крайней мере, из множества личных разговоров я слышу, что люди воспринимают уже Украину как государство, не как часть бывшего Советского Союза, которая по недоразумению от него отвалилась и рано или поздно должна вернуться, так сказать, обратно в Россию. Нет, именно как государство. С точки зрения как бы украинских элит, опять же, они определенным образом экономически конкурируют в Европе, конкурируют с Россией. Для них сближение с Россией – это потеря экономических каких-то позиций, преференций. Поэтому украинская государственность, мне кажется, продолжит существовать, скорее всего, в таком же вялотекущем формате. То есть она никогда не будет, и в ближайшее время окончательно не будет подорвана, да, потому что для этого особых предпосылок нет. Плюс, скажем так, 10 лет с Ющенко, уже 15 лет агрессивного украинизирующего образования, уже 10 миллионов украинцев молодых не разговаривают по-русски. Это очень серьезно. Они хорошо разговаривают по-английски, но уже не говорят по-русски. Это на самом деле идет культурный отрыв. Но с другой стороны, предпосылок для того, чтобы украинская государственность закончилась, для того, чтобы Украина каким-то образом самоустранилась, их нет. У них тяжелое экономическое положение. Например, Сейчас больше говорите в экономической плоскости, но да, я потому что с вами не согласен. Какая украинская государственность? За 30 лет после развала Советского Союза Крым в составе России, Донбасс и Луганск идет гражданская война. Они не признают власть Киева. А какой украинской? Они не сдали элементарные экзамены. Не было и нет. У них была государственность только в период нахождения Украины в составе Советского Союза. До Советского Союза государство Украина не существовало.
Как- в том как формате, государство котором не существовало, не да. существовало. В Советском Союзе существовало. После развала Советского Союза 20 лет, и она развалилась. Ну, по факту. Крым был 20. Правильный референдум в Крыму был своем, неправильный. Он был в составе Украины. Он вышел из состава, вернулся домой в Россию. И две огромные промышленные области сейчас не находятся в составе Украины. Украина, Киев не может ими управлять. О какой украинской государственности вы говорите? Ее нету. И то, что она вернется в тот формат унитарный, 100% не будет. Крым, как они договорятся с Донбассом и Луганском, это покажет время, но Крым никогда уже не вернется в состав Совершенно Украины. точно не И вернется. получается, что украинское государство, ну, все, нету его в том формате, в котором она выходила из состава Нет, Советского Союза. безусловно, да. Там и численность населения, извините меня, упала. Вот они недавно провели, сегодня опубликовали электронный подсчет количества жителей Украины, которые по 3 источникам сравнили. Получилось, что осталось 37 миллионов на Украине. Скажу, что там 52 при выходе. очень лукавые это цифры, потому что они сделали простую вещь. Они вычли неподконтрольные им территории Донбасса, вычли Крым и добавили, по большому счету, тот график, там все время снижалось население, просто продлили падение. Выходят, вот если такой простой просчет провести, выходит на эту цифру. А иммиграцию... Еще мы не знаем вообще, мы-то можем экстраполировать, как падало население по тем же демографическим тенденциям. А что, как было в реальности с учетом явного роста смертности, явного падения рождаемости, который должен был там быть, тоже непонятно. То есть там на самом деле это еще очень завышенные Утеря государственности частичная произошла на территории Крыма и Донбасса, вы правильно сказали. Но я говорю о том, что полная утеря государственности Украина, вот нет предпосылок для полной утери государственности. Полная утеря государственности. Что такое полная утеря Полная утеря государственности? государственности подразумевает, что военными или гуманитарными способами одна часть Украины отойдет к Российской Федерации, большая часть, а на какую часть будет претендовать венгры, на которые они претендуют, Алексей, и смотрите, в Польша, современной соответственно, на системе западной международных части. отношений такого невозможно, чтобы собрались там какие-то мощные политические силы, государства, лидеры государств и просто разделили на карте там ту или иную страну. Сирию Такого- сейчас потихонечку. Такого не может быть в принципе, тем Постоянно более по происходит. отношению к Украине. Но тем не менее, мы говорим о том, что Украина может потерять свою субъектность, свою государственность как таковую и стать просто территорией, которая, да, фактически в границах своих на карте политической будет существовать. Но тем не менее, станет придатком Многие советские колониальным по многие отношению к советские другим государствам. республики имеют примерно такой же уровень сил государственности, как и Украина. Ну, то есть Украина не так уж сильно отличается. Наверное, самый Нет, субъектный смотрите, это тут Беларусь. огромная разница. Вот посмотрите, мы сейчас говорили по законодательству. Если мы посмотрим изменения в трудовом законодательстве, которые сейчас очень бурно обсуждаются на Украине, там оно полностью подчищено под работодателя. Плюс стратегические предприятия, которые сейчас есть на Украине, наблюдательные советы состоят исключительно из иностранцев. Исключительно. Не говорит ли это о том, что уже сейчас Украина является определенным колониальным придатком? Плюс они сейчас землю распродадут иностранцам. Там огромный, хотя там вроде... Я сегодня слышал о том, что они планируют передать украинскую сеть железных дорог. Уже передали. Уже передали, да, передали немцам под управление. Управление Deutsche Bahn. Ну, послушайте, где там в Боснии и Герцеговине вместо президента комиссар от ЕС правит. И Босния и Герцеговина не мешает это существовать как отдельному государству. Там правит комиссар ЕС. есть субъект У них нет, у них как бы она есть и как бы ее нет. Их президент это назначенный из ЕС человек, но при этом это отдельное государство. Пока То же самое мы ЕС можем выгодно, чтобы Босния и Герцеговина Да, мы то же существовала, самое можем про она Ливию будет сейчас сказать. существовать. Вот Ливия как государство сейчас есть, хотя на политической карте она нанесена. Но как государство, как субъект международных отношений она есть. Ну, раз есть внутри какие-то силы, относительно где там? которых Там мировые лидеры собираются и пытаются договориться, значит, она есть. Знаете, для меня показатель субъектности государства, то, что коллега говорит, это вот мы... Давос недавно был, и как там Зеленский бегал, деньги. Я вот почему-то там, вот, ну, то, что по телевизору по новостям смотрел, ни одного лидера африканской страны не показали, чтобы он бегал и кричал: у нас все пропало, дайте нам денег, дайте нам денег. Ну, опять-таки, все относительно. Но Украина уже никогда не будет той, которая была. И вот такие вот, о которых мы сегодня обсуждали. Той, которая была когда?
В 91 развала, году, да, так и в после развала 91 году, Советского- ну, это был нонсенс. Это не отдельно, Украина не сформировалась как промышленно мощное государство с 52 миллионами населения. Украина с промышленно развитой экономикой и 52 миллионами населения – это последствия работы Компартии Советского Союза. Где-то платили 100 рублей за одну работу, а на Украине 150. Поэтому Украина была богатым, процветающим государством с комфортными для проживания, так сказать, городами. Это только благодаря кумулятивному эффекту Советского Союза было достигнуто. Так же, как благодаря кумулятивному эффекту Советского Союза было достигнуто процветание в Узбекистане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Процветающие регионы были, замечательно там люди жили. Вот. Но как только Советского Союза не стало, и не стало его огромных ресурсов объединяющих, не стало промышленных предприятий и связи между этими промышленными Опять я с вами предприятиями. не согласен. Потому что то же самое было по отношению к другим, более десятка советским республикам. Но они сумели в те же трудные 90-е, там, бандитские годы, в экономические кризисы, которые за эти 3 десятка лет пару штук было, они сумели сохранить свою субъектность, свой суверенитет. Там также люди все больше и больше уходят в свои национальные культуры. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, ну и куча, Белоруссия. Они почему-то... А почему Украины не получилось? Маленький В чем проблема очень была? комментарий. Вот если посмотреть действительно ситуацию 92 года и попробовать так исходящих спрогнозировать, какое из этих образовавшихся 15 государств первое должно развалиться, то все бы сказали Казахстан. Да? Потому что, ну, страна полностью вообще расколота. Там русские, украинцы на Украине, они ж друг друга не различали, по большому счету. А там живут мусульмане, тюрки, русских, украинцев там много, немцев там почти 1 миллион жил там, и так далее. То есть вот, и это территориально разделено еще. Государство огромнейшее по размерам, с мизерным населением, с плотностью населения там одной из самых низких в На данный мире. момент самая успешная И республика. так далее. Она должна была вообще рассыпаться там на кусочки. Проблема Украины, вот в свете Ну, того, там, что мы сейчас обсуждаем, была проблема На Украине практически нет нефти, газа и редкоземельных металлов, а в Казахстане есть в избытке. Ну, их тоже Включая уран, алюминий и так далее. В При этом Украине, сколько когда из пошли этих проблемы всего было в развито как раз уже экономике, после? в ее суверенитете, когда страны НАТО вплотную подошли к границам Украины и России, когда они поглотили восточноевропейские государства, вопреки тем обязательствам, которые были взяты в момент развала Советского Союза, и просто Украина стала целью США как плацдарм, чтобы еще ближе подобраться к границам России. И все, разработали план, национальная цветная Самуэль революция. Хантингтон писал об этом, я точно не помню. Может быть, Хантингтон писал о том, что именно через у него Украину в книге карта есть. да, это будет всё. проходить цивилизационный разлом между западной цивилизацией, как они себя воспринимают, и восточной цивилизацией, как они воспринимают нас. И мы сейчас видим, в общем, этот разлом. Да, известна его работа «Столкновение цивилизаций». Да, да, Безусловно. Давайте вот Ксению тоже выслушаем. Вот мы сегодня тоже говорили о том, что сейчас Украина, она как-то уходит из фокуса внимания международных организаций и, собственно, ключевых европейских, и, собственно, Америки тоже, европейских государств и Америки. Как вы считаете, почему сейчас Украина перестает настолько интересовать ключевые европейские державы? Ну, знаете, новость, наверное, как и большинство вещей в нашем мире, имеет срок годности, актуальности, новизну. И тема Украины, она уже до такой степени себя исчерпала в силу определенных факторов, в том числе и доходит иногда до смешного. Мы сами прекрасно это видим и замечаем. Информационные продукты, которые мы сейчас видим относительно Украины, чаще всего это просто искусственный продукт, чтобы поддерживать информационный резонанс. И самое главное, поддерживать это элемент общей стратегии по поддержанию имиджа обиженных, бедных. Опять же, это экономическая составляющая. Мы еще уже обсуждали здесь, как товарищ Зеленский ходил и клянчил деньги. Зачем давать деньги стране, которая процветает и хорошо себя чувствует? Вот униженным, оскорбленным, знаете, как с протянутой рукой. Но это как бы отдельный разговор. Также стоит отметить тему Украины и Крыма, которая постоянно поднимается и действительно уже вызывает, не то чтобы, знаете, чувство какого-то отрицания, а уже никто не обращает на это внимания. Это, вы знаете, вот как по сценарию. 31 числа все люди идут в баню, а в декабре Украина не вьет в баню, идет в ООН и поднимает каждый год, с 14 или с 15 года, тему нарушения прав человека в Крыму. Меняются запятые исключительно, добавляются новые просто парадоксальные смешные факты. На этом все. То есть или ребятам нужно, что-то надо
надо делать точно? Или менять репертуар, или заниматься делом в декабре, там, Новый год, баня и все остальное. И, конечно, нужно задуматься о ООН, потому что мне кажется, что это негативно сказывается, в принципе, на имидже такого, ну, действительно, межгосударственного института, потому что обсуждать каждый раз одно и то же, что вызывает у большинства государств просто чувство отрицания, это в первую очередь негативно сказывается в том числе на имидже ООН. Потому что итоги голосования по этим резолюциям с каждым годом показывают, что количество стран, которые не участвуют в голосовании, с каждым годом увеличивается и увеличивается. Да, знаете, такое впечатление создается, что на Украине меняются президенты, но не меняются спичрайтеры, которые составляют тексты выступления этим президентом. Потому что тексты составляют отнюдь не выпускники университета Шевченко, а западные коллеги. Так что те не меняются. Вы знаете, тексты, если сравнить текст резолюции ООН по Украине и тексты резолюций, которые периодически со стороны США, они практически идентичны. Видимо, экономят, и один человек пишет и туда, и туда. Владислав Валерьевич, Я просто хотел добавить, что по мере того, как газотранспортная система России в обход Украины будет развиваться, будет уменьшаться вес и роль политической Украины в Европе и ее интерес перед Соединенными Штатами Америки. Они как актив теряют стоимость. Их ценность была в газотранспортной системе, которая сейчас будет дифференцирована. Очень коротко ваш прогноз по ГТС, потому что сейчас говорят о том, что даже американцам, которые постоянно их поддерживали, это им невыгодно, потому что Украина может стать еще одним государством, куда можно сплавлять свой дорогущий сланцевый газ, и в принципе ГТС можно уже разбирать. Я думаю, по газу уже, даже не думаю, а уже договорилась Россия с Украиной по газу. Украина уже, ну, видимо, пока неформально пошла по каким-то вопросам на попятную. И мне кажется, что конфликт, его, так сказать, горячая стадия закончился. Единственное, всем непонятно, что делать с Донбассом, что делать с Донецком и Луганском, потому что, ну, мы понимаем, да, специфику. А так в целом как бы взят уже некий курс на острастку этого конфликта, на примирение. И Украина, я еще раз повторяю, теряет свои международные политические очки и будет вынуждена идти на переговоры с Россией. И она уже, я думаю, пошла на эти переговоры, потому что больше никто с ними говорит с учетом уровня их коррупции и сложности внутриукраинского политического, так сказать, сообщества не будет. Да, Владислав Валерьевич, вот совершенно недавно прошла новость, что Украина возвращается в ПАСЕ. Мы помним, как она, громко хлопнув дверью, демонстративно оттуда ушла, и вот вдруг решили вернуться, когда поняли, что за ними никто, собственно, и не пойдет. Но, тем не менее, Украина всячески сейчас пытается вернуть внимание международной общественности. Но, на ваш взгляд, почему сейчас украинская тема уходит из, собственно, поля зрения международной общественности? Юлия, ну, может, частично ответили на этот вопрос. Коллеги достаточно много говорили об Украине. Знаете, сегодня можно заметить, в принципе, тренд, в том числе и в нашей стране, нисходящий по украинской теме, и в политической повестке, и в политическом ток-шоу, даже на нашем российском телевидении и так далее. Действительно, Украина становится все менее интересна. Но я вот что здесь бы хотел добавить, что Украина в любом случае на сегодняшний день состоялась как антироссийский проект. Я вот не совсем согласен с коллегами относительно того, что там судьба украинского государства была предрешена уже после распада Советского Союза. На самом деле, еще даже в 2014 году Украина имела шанс пойти по другому пути. По пути интеграции с Российской Федерацией, с понятным вектором, занять то место, которое Украине определено историей. Быть вместе с Россией, тогда быть сильной, быть действительно независимой, иметь свой суверенитет, но быть в союзе с Российской Федерацией. Украина этого не делала. В таможенном союзе, в евразийском экономическом пространстве и так далее. Украина этого не делала. Украина пыталась все это время сидеть на двух стульях. Значит, с одной стороны, интегрироваться в Европу, с другой стороны, пытаться поддерживать отношения с Россией. После прихода Ющенко к власти, после реализации действительно проекта, на мой взгляд, внешних сил на Украине, ведь мы с вами прекрасно понимаем, мы это тоже тогда обсуждали, я еще там, наверное, с Ксенией точно мы еще детьми были, мы просто это наблюдали на экранах телевизоров, там Николай там, уже, возможно, действительно давал там экспертные оценки, но тогда впервые мы увидели реальное вмешательство внешних сил в украинскую внутриполитическую повестку. Но уже тогда не нужно было топтаться по своей конституции с третьим туром голосования. Конечно, да. Я вот вмешательство, да. Николай, да, чуть-чуть еще. Конечно, Украина интересна в любом случае как антироссийский проект. Это главное. Не ГТС, на мой взгляд. Главное, она все равно со временем превратится просто в кучу металлолома. Это неизбежно для украинской газотранспортной системы. Украина уходит из контура такого внимания, потому что у всех своих проблем много.
Американцы дали понятие, Трамп с приходом вот на верхушку все равно американской политической элиты, что Украина не входит в спектр его главных интересов внешнеполитических. Это Северная Корея, это Китай, это Иран, это отношения в Латинской Америке, Соединенных Штатах Америки. Он стену строить, мы помним, да, собирался, и все это, в принципе, частично этот проект в жизнь воплотил, несмотря на все препоны, которые ему там Конгресс создавал. Но на самом деле в Европе тоже своих проблем очень много. Они заняты совершенно другим. И самое главное, на мой взгляд, почему Украина оказывается в этом положении, она превратилась в такую большую черную дыру на европейском континенте, которая все поглощает, все там реализуется в коррупционных схемах, ресурсов никто туда вкладывать реально не будет, но жизнеспособность благодаря внешним займам, в том числе по линии МВФ, этого субъекта будут поддерживать. Конечно, это уже не государство в том виде, в котором оно должно быть. Да, Лимар Уча, вот даже те единицы сторонников запрещенного в России Меджлиса, которые сегодня здесь в Крыму есть, они уже сейчас осознают вот ошибочность своих воззрений и, собственно, критикуют современную Украину. Вот, в частности, забавный такой персонаж, Эдуард Дудаков, вот уже прямо пишет о том, что слоган, который был некогда популярен в 2014 году на Украине «Я крымский татарин», он выброшен на свалку. Как вы считаете, вот подобное осознание действительности, оно сможет сделать их как-то более адекватными, они смогут влиться в конструктивную общественно-политическую жизнь нашей республики? Ну, во-первых, если Дудаков об этом заговорил, каждый ощущает себя тем, чем ощущает. Если он ощущает себя где-то на свалке и ощущает ее частью, то это его личная проблема. Потому что я, как крымская татарка, я считаю, что крымские татары, разбросанные по всему миру, они должны с гордостью говорить: «Я крымский татарин». А отношение Украины к диаспоре крымских татар, ну, это, в принципе, не ново. Украина всегда считала себя хозяевами Крыма. Да? Они пропагандировали ассимиляцию крымских татар. Не всегда. С 1954 года они считали, они считали себя, ну, я уже имею в виду с этого периода, они считали себя хозяевами Крыма, они его как могли делили на части, на сферы влияния, они из него, как из ямы, выгребали все, что можно было полезное. И в 2014 году Россия получила разваленный Крым, к сожалению, полностью во всех сферах, где можно было, и сейчас собирает по ниточкам. И я хотела бы сказать таким, как Дудаков, что где бы вы ни находились, если вы здесь себя чувствовали на свалке и... Не трогайте человека, пускай лежит на свалке спокойно. Я к тому, что если вы себя чувствовали каким-то мусором, вы продолжаете себя чувствовать и не трогайте весь народ. Наш народ сильный, наш народ гордый, он везде поднимется. И Украина должна понимать, что украинская земля, она наша земля в том числе, если посмотреть в историческом аспекте. Если проанализировать топонимику Украины, она от своих топонимов не отказывалась, она избавилась от крымских топонимов, от украинских топонимов не избавилась. И поэтому я хочу сказать, Украина делает большую ошибку, если она к крымским татарам относится плохо. Я не говорю о тех людях, которые спекулируют на крымско-татарской теме, а об этих там 3, 4, 5 так называемых индивидах. Поэтому мы оставим просто дело на время, да? Да, Иван Александрович, давайте еще одну тему обсудим. Еще один такой персонаж, всем известный, Мустафа Джемилев. Вот там на Украине до сих пор действует... Какой интересный персонаж такой. Нам везет, Иван Александрович. Чуть-чуть меньше. По 3 персонажам ходим трактором всегда. Ну, главные эксперты по ключевым персонажам, забавным. Ну так вот, значит, на Украине действует так называемое представительство президента при несуществующей АРК. И вот они там периодически собираются, жалуются друг другу на жизнь. И вот в рамках одной из таких встреч Джемилев сказал, что очень хочет участвовать в том числе и в работе нормандского формата. Вы как такие заявления на успех оцениваете? Я до сих пор удивлен, почему там на Украине его там не выдвинули генсеком ООН. Почему бы нет? Заместителем спикера, помните, хотели сделать? Да, хотели, но так хотелка и осталась. Ну, что плачутся? Гранды же нужно получать, помощь нужно получать. Денежка имеет свойство кончаться. А так как эти люди никогда в жизни, ни Чубаров, ни Джемилев, не работали и не получали заработную плату, а содержались за счет диаспор наших, помощи от государств, воровства из бюджета Украины, да, в период нахождения Крыма в составе Украины. Сейчас они профессиональные попрошайки. Собираются они в этих своих виртуальных правительствах, плачутся,
после этих мероприятий у них появляются недвижимость, лайков. Facebook. квартиры. Слушайте, лайки. вспомнила небеса обетованные, где там говорится о том, что места все проданы. Плюс нужно понимать, что Чубаров, Джемилев – это небольшие рычаги в большой геополитике у людей, которые влияют на определенные процессы. И куда этот рычаг воткнут, в какую сторону повернут, то они и будут петь. Эти люди давно не принадлежат самим себе и не отстаивают интересы ни своего народа, ни гражданского общества в целом. Эти люди профессиональные. Джемилев, в частности, мы о нем говорим, профессиональный диссидент. Много людей, Дудаков, это вот как периодически там в Фейсбуке мне попадается такой местный сумасшедший. И посты у него такие, даже эмоциональнее, чем меня, хотя я думал, что мне в ленте он не эмоциональнее меня, попадает. наверное, в Крыму никого нету, такой весь этот. Он только в Фейсбуке такой. Да, только в Фейсбуке. Недавно буквально я его возле кафе «Диван» на Горького встретил. Он пытался зайти в кафе, а я стоял перед кафе. Я его не пускал туда. Он так постоял, посмотрел. Ну и ладно. Слова не сказал, развернулся и ушел. Трус. Все они такие. И поэтому Джемилев, ООН, ОБСЕ, им сейчас надо. Они пытаются не допустить, чтобы Россия окончательно утвердилась на властном Олимпе международной политики. Мы внутри себя, мы со своими партнерами себя уже так ощущаем. Этого не хочет признавать Европа вместе со своим верховным Соединенными Штатами Америки. И поэтому в ход будут пускать все. И вот такие вот... старый человек, оскорблять не хочется. Пан Джемилев, да, скажем вот так на украинский манер, они нужны, но ему тоже он в возрасте. Завтра обидно, что завтра отойдет в мир иной. Я вот даже не представляю, где его похоронят. На Украине? Ведь или повезут это бренное тело сюда, в Крым, опустят, не пустят. Ему уже пора задумываться о чем-то более таком высоком, да, потому что человек в возрасте, что сделано, что не сделано, это на его совести перед Всевышним, он ответит сам, но пора задуматься, потому что все вот это вот мирское с собой он туда не заберет, а слава о нем останется. Уже, я сейчас на телевидении без какого-то ерничества или что, люди настолько осмелели, что говорят все моменты, связанные с Меджлисом, с их функционерами, Джемилевым и Чубаровым. Та ненависть, которая копилась долгое время, она уже выплескивается. И они, наверное, только нужны на сегодняшний день отдельным личностям в Европе или в Соединенных Штатах, которые их подкармливают своими грантами. Больше они никому не нужны. И вот это вот даже виртуальное пространство, виртуальные все эти правительства, я думаю, в скором времени Зеленский их также закроет, как бессмысленные инструменты, которые ни на что не влияют, а из бюджета Украины туда уходят определенные суммы, и из бюджета этих виртуальных правительств они перетекают плавно в карманы тех крымчан, между прочим, там не только крымские татары, а есть и украинцы, и русские, которые сбежали в свое время с Крыма. Они просто за счет этого обогащаются. Да. Николай Николаевич, вот уже, собственно, черту подводя под нашу такую дискуссию, очень интересную сегодня, говоря об Украине, не создаете ли у вас впечатление, что она сегодня отдана на откуп иностранных корпораций? Вот мы говорим о Европейском Союзе, мы говорим об Америке, но тем не менее, там же разные силы, собственно, играют в разные игры, что называется. Нет ли у вас такого чувства сегодня? Знаете, когда вы говорите о... Там такая фраза «на откуп корпорациям», тут не о впечатлениях надо говорить, а о конкретной информации. Действительно, эта страна сейчас, там, по большому счету, главный сейчас нерв напряжения на Украине состоит, это о том, как украинским олигархам сохранить себя
чтобы не быть просто за долги изъятыми их предприятиями. Второй как бы нерв, это о чем правильно украинские эксперты говорят, что идет игра на понижение цены оставшегося ресурса. Это земли. Она должна стоить к моменту распродажи как можно дешевле. То есть там не 1000 евро за гектар, хотя это и так уже очень низкая цена, а стоить еще намного дешевле для успешной довольно-таки скупки, прибыльной перепродажи ее потом. И вот вокруг этих двух вещей идет борьба. И в этой ситуации, ну, скажем так, эти западные корпорации на то и западные, чтобы шаг за шагом продавливать свою политику. Да. И еще раз, кто этому брыкается на самом деле, это только украинский олигархат, который хочет что-то получить. Я думаю, не так долго осталось им удерживаться за эти вещи. Особенно вот эта ситуация, например, ну, с тем же Пинчуком, который вот на Давос там возит и так далее. Ну, он просто вынужден проводить совершенно определенную политику, просто потому что он весь в долгах. Основные долги у него перед теми же структурами Сороса, которым он теперь просто служит. Он уже фактически агент на исполнение, а не являющийся каким-то самостоятельным игроком. Ну так шаг за шагом продавят и других. И Слушайте, вот вы это... такие пессимисты, а может быть одумаются и помирятся с Россией. Знаете, была Станут такая... дружными, родными, и через год Знаете, все будет как прежде. У нас и своих олигархов стоял достаточно. вопрос Зачем вот этого украинским? создания таможенного союза и войдет ли Украина в этот таможенный союз, главная проблема вообще-то была в том, что украинский олигархат тогда настолько крепко стоял, что по большому счету им не было особо что предложить, что не было их возможности заинтересовать. Сейчас ситуация уже меняется. Меняется, да, но только уже конструкция таможенного союза. Да, уже его нету, Да. да. Она уже по-другому стоит. Но тут возможны какие-то варианты. Вполне может быть, что в условиях, как бы, чтобы не остаться вообще раздетыми, да еще и в долгах, Есть и выход. дальше. Есть выход один, да. Есть выход один. Украинский федеральный округ. Ну, В 2019 году, на самом деле, они получили рекордный урожай сельскохозяйственных культур, в первую очередь злаковых. Именно поэтому, мне кажется, до сих пор закон не принят о распродаже земли. И, может быть, и не будет принят, потому что одно дело говорить о нем, а другое дело продавать землю, которая сейчас стала приносить... Знаете, в чем там основной экспортной статьей стала. Дело в том, что вот в соответствии с законодательством Украины там был мораторий. И мораторий длился до конца 2019 года. Сейчас автоматически после наступления 2020 года этот мораторий снимается. То его есть каждый сейчас год продляли, а в рычагов этом году не нет. продлили. То есть, по сути, по-хорошему, можно и сейчас распродавать. То есть сейчас нужно применять какие-то механизмы законодательного регулирования, что абсолютно не делается. То есть это черный рынок земли, Николай Николаевич? ну там о разных схемах. Сейчас вот новогодние прошли, там тоже как бы начинают что-то. Говорят о самых разных Я думаю, схемах. они еще- Да, прошла информация, что вот этот промышленный олигархат, ну, Украины, который... Они в 2015 году, когда был серьезнейший банковский кризис, и от которого, по большому счету, спасли Сбербанк и ВТБ, которые вбухали очень большие деньги. Вот я и хочу в сказать, украинскую что, может быть, банковскую Россия систему, вбухает а деньги потом в эту всё- а потом землю все в ней и потеряли. всё будет. Ну ладно, это уже станет, быльем да. поросло. Теперь они возвращаются, они начинают скупать банки. Зачем? Потому что банк – это инструмент скупки земли. Это вот единственное, что у них осталось. Ну, элемент, да, такой рынок, прямым текстом говорят, у вас есть собственность земли, вы заключаете договор кредитный якобы с банком, под залог земля, потом деньги не возвращаете, вот это вы ее и продали. Такой, кстати, механизм использовался в черновую где-то еще году в 2007, но потом его прикрыли, как бы, вот такую возможность. Сейчас, А мораторий, может быть, не продлили из-за того, что ребята радовались победе на президентских, на парламентских выборах, а это все плавно перетекло в Новый год. это Новый год их закончился. обязательства перед Сейчас МВФ. Это обязательства перед Да, МВФ. конечно, вот то, о чем вы Игорь говорите, Кирук это удержался, в основном потому что там МВФ же всё. международные структуры за него поручились. Не трогать, это наш парень, давайте не будем его снимать. Хорошо, Иван Александрович, у нас совсем мало времени остается. Давайте такой итог подведем. Какие главные уроки мы можем извлечь, мы, крымчане, из той ситуации, которая сегодня складывается на международной арене в том числе и в сопредельной нам стране? Главные уроки. Главный урок, наверное, быть смелым, всегда надеяться на лучшее. И вот ведь крымчане 23 года
не угасала в них надежда возвращения в состав Российской Федерации. Несмотря на то, что у России был период, когда она была слабая, да, потом у нее вот пришел Путин, он начал централизацию власти, страна начала укрепляться, все процессы развала приостановил. И вот подошел момент, когда мы сказали, мы хотим обратно, и нас приняли, не побоялись всех этих международных санкций, международного давления, выжимания из этих международных институтов, которые управляют, скажем так, геополитическими международными процессами. Ну и, знаете, за 6 лет работы в общественной плоскости, в общественно-политической плоскости, и чиновникам пришлось поработать. Просто к людям главный урок: повнимательнее присматривайтесь к людям, которым вы доверяете, делегируете часть своих полномочий в лице депутатов, в лице чиновников, в лице тех избирательных должностей, которые у нас присутствуют в стране. Потому что от того, насколько этот человек корыстен и честен, зависит ваше благосостояние и будущее. Потому что крымско-татарский народ в период возвращения конца 80-х, начала 90-х был немножко наивным. Он был опьянен этой эйфорией возвращения на родину. И не суть дела важно было, кто будет управлять. Хотя в начале 90-х ряд видных деятелей было с различными концепциями. Правильно ли, Лимара Ханум? Но Джемилев пошел по пути диктатора, кого-то устранил физически, кого-то устранил морально, кого-то финансово, и занял этот Олимп, и просто-напросто 23 года глумился над народом, обогащаясь за его счет. Не будьте такими наивными. Спасибо огромное. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Считаете ли вы, что Украина использует крымских татар исключительно для своих целей? Да, ответила 2385 человек, и нет, 156 человек. Действительно, в международных отношениях очень нередки фазы обострения и, собственно, таких политических кризисов. Но, тем не менее, так или иначе, обострения всегда сменяются переговорами за круглым столом. Однако, как показывает практика, далеко не каждое государство может в этих политических виражах сохранить свою субъектность. И вот современная Украина этому является таким очень ярким подтверждением. Это было все на сегодня. Спасибо, что были с нами, и до встречи в наших следующих эфирах.